К военной службе годен. После этих слов в Центральном военкомате призывники превращаются в новобранцев. Гражданские вещи отправляются в мешок на хранение. Основная одежда – военная форма. Все необходимое выдают, начиная от перчаток, заканчивая щипчиками для ногтей. Так какие они современные призывники? Чего ждут от армии и зачем идут служить? А все потому, что Родина-мать зовет. Правда, это не единственная причина. Мечтающим связать свою жизнь с военным делом и устроиться на работу в правоохранительные органы без военного билета никуда. Вот и Беслан Тимурзиев сразу после университета сам решил пойти в армию с перспективой на будущее. Год службы призывников уже не пугает, тем более в современной армии нет нарядов по кухне и уборке территории. Все это делают подрядные организации, поэтому многие стереотипы отпадают сразу же. Воин осваивает только профессиональные дисциплины. Правда, ограничиваться таким коротким сроком некоторые ребята не намерены. Элитный войска же андерстах летчик что за дэмэнс дикян хазатш эмбэнс выбртэрс. Всего же в этом году на службу в армию со всей страны должны отправиться почти 133 тысячи молодых людей. Из Ингушетии в течение всей осенней призывной кампании отобрали 300 человек, на 100 больше, чем в прошлом году. Сегодня ряды элитных войск ВВС пополнят 8 человек. Перед отправкой каждого особые напутственные слова. Тогда аз сейн байтейнес эйслилдер хамяшуду. Опустим яря служить это ракетные войска стратегического назначения. Герой Советского Союза Хоменко Александр Васильевич Ахвар. Со Шита Ханна Нохчи Валая Хабитич. Дэригиш лахтж дос адмуштик сиетлер хаарвяха ши цукама халар ши цу мот бучиш халар дэриги дини сайкара согот хадалсан ыштос хэтэрсэн шуана тахана дэригичи халкайык эр халгай анти душяна тахан армия дадукши. Уже через пару дней они окунутся в настоящую школу жизни. Впрочем, офицеры между собой шутят. Современная служба солдата-срочника пролетает незаметно. Только волосы на голове отросли уже дембель. После срочной службы всегда можно остаться по контракту. Словом, ингушские призывники всегда отличались успешной службой. Наши ребята, которые вот сегодня идут в армию, поставили себе задачу. Мы должны показать всей стране, что мы дисциплинированы, мы умные, мы способны. Тогда, чтобы каждого узнал из Ингушетии, благодарю за службу. Вот это будет тот нормальный подход. И это еще одна вещь, которая так называемый социальный лифт сегодня. Возможность подняться высоко по социальному лифту и иметь и награды, и иметь все, что необходимо в этой жизни, и прославить и свой род, и своих родителей, и все остальное. Все нововведения за последние несколько лет направлены на создание условий для продуктивной службы. В столовых можно выбирать блюда, а в дневном расписании появились перерывы на отдых и свободное время, плюс дневной сон. В такую армию Зарема Гадабошева отпускает своего сына со спокойной душой. Соготом хоги это хоз нормально цавиш декреттерсон, хоз отслужить военный билет, хоз хамму хоги цанда хатсон, согучва хоги. Родители всегда могут приехать на выходные, а созваниваться хоть каждый день. Для этого новобранцам выдадут льготные сим-карты. Мамам так спокойнее. Провожают своих ребят, как обычно, дружно, всей семьей. Многие из них идут по стопам своих отцов и дядей, которые четко обозначили им священный кодекс воина. Авторитет полдежу. Вот цивиль выходит, даст вам две шара выходит, самостоятельность в армии осуществляется, самостоятельность бывает, в какой-то мере мужское сила появляется в армии. Бывалые юноармейцы, которые уже отслужили в армии, дают новобранцам дельные советы. Военно-воздушные силы по праву считаются самыми престижными войсками в нашей стране. Функции этих бойцов входят в широкий спектр задач. Они борются с противниками в космосе и под водой.
تغن ديال أخذ مجمع بحن ببتشع يتا سوي بريزو أريقة إجد إليتي وسكاز عقوز من نبوي كأنه كان يبوي أشياء أبيتون بولكجيا وين إجد تغن يولج المشتقية يولج شاستي وسكاستي ديكا يولج بعقول كأنه حوش بال يبقى بايتريجني أقام يالدش مداش ودي ولا مسمى إنه раз у нас где не получается, именно в вашу республику, где вот приезжаем, именно с элитных частей мы приезжаем, и вот как вам удается, не всем так удается, Путь для ребят предстоит не близкий. Холодный Хабаровск, где средняя температура зимой 20 градусов по Цельсию. Уже через 2 дня они услышат свои первые ротоподъем. А пока зажигательная лезгинка. Зелимхан Калоев, Марбек Миржоев, Новости 24.